дети, которые живут в больших городах, более привилегированные, чем дети, которые живут в регионах Казахстана. И вот мы с Жанной по этому поводу обсуждали и думали, что мы могли бы сделать, дать через образовательные какие-то проекты, какие-то интересные знания, поделиться своими знаниями именно со школьниками. И в какой-то момент мы поняли, что вот ехать в села Казахстана и рассказывать ребятам про урбанистику или smart cities, или, например, там, дизайн крутой, это немного цинично, потому что у детей эти ребята, школьники, не обеспечены самыми базовыми потребностями, то есть они ходят в небезопасные уличные туалеты, и плюс на протяжении нескольких лет Казахстан потрясает новости о том, как детей в этих туалетах обижают, булят, насилуют. И есть вот это чувство безысходности, и мы подумали, что наш инструмент — это прям брать и создавать эти пространства. Да. Паренек тоже вот Касель чуть поближе, и Сан-Диего тоже чуть поближе. Атың кім? Арай. Арай, давай, чуть-чуть. Еще. Появилась идея, что мы бы хотели именно работать со школьниками в регионах Казахстана, в аулах, и вместе с ними менять состояние уличных туалетов и делать их более симпатичными, чистыми, безопасными, комфортными. Вот. И вот сегодня мы сидим в первой школе, с которой мы начали работать. Год назад, когда мы пришли, чтобы посмотреть на состояние уличного туалета, оно было совсем, конечно, другим, потому что это были просто газоблоки, не было, были оконные проемы, но самих окон не было, были простые решетки вместо дверей, пол был в аварийном состоянии. Важно отметить, что этим туалетом на тот момент не так часто пользовались, и в основном ими пользовались, когда отключалась вода, и в моменты, когда у них просто не работало во внутреннем помещении септик, да. Мы сделали такое анонимное анкетирование, где они рассказали про то, как часто они пользуются туалетом, пользуются ли они вообще им, что бы хотелось поменять, что хотелось бы добавить, возможно, какие-то проблемы, которые мы не знали. Многие девочки просили зеркала, то есть были очень интересные факторы, которые мы вначале даже подумать не могли, что это будет часть того, что мы будем делать. Make Mектеп, я думаю, что это соучаствующее проектирование, где мы вместе с учениками, учителями, администрацией школы, даже иногда там, возможно, их родители, как-то содействуют к тому, чтобы это пространство было именно таким, каким они хотели бы это видеть, пользоваться, и в целом, чтобы оно решало их потребности. Мы уже рассказывали, когда мы пришли, здесь были просто газоблоки, пол в аварийном состоянии, и даже не было люка канализационного. И вот нам нужно было с этим всем работать. Мы поставили окна для того, чтобы они открывались и могли проветриваться. Мы думали о том, как же побороть запах, ситуацию с запахом, помимо того, чтобы просто вычистить яму, которая ни разу не чистилась. И вот тогда нам инженеры предложили обязательно предусмотреть трубы с каждой секции с турбодефлекторами механическими, которые бы постоянно вращались. Таким образом, неприятный запах выходил бы. Мы поставили здесь освещение с датчиками движения, чтобы даже в позднее время можно было бы там безопасно этим туалетом пользоваться. Мы, конечно же, поменяли пол. Вот. Мы, конечно же, оштукатурили стены снутри и снаружи. И мы даже попробовали внести какую-то игривость в проект и расписали пол, покрасили это в синий цвет, чтобы было веселее.
Проработали с фасадом, потому что для нас тоже было очень важно было вовлечь детей в процесс тем или иным способом. И сделав такую фасадную иллюстрацию, дети вовлекались и расписывали вместе с нами. Над иллюстрацией работала Игерим Тюменбай, она иллюстраторка, и тоже мы хотели, чтобы некий такой местный контекст в иллюстрации тоже прослеживался. И плюс такая скрытая навигация между мальчиками и девочками. Это тоже все прослеживается в иллюстрации. Ең бірінші жұмыста біз плитка жасауда болдық. Ол жерде іске аспайтын қоқыстарды біз плитка жасадық. Иә, және де соны андай төртбұрышқа салып жасаған кезде, ол одан кейін қатқан кезде біз көрген кезде, оның андай салған заттарымыз үстіне кетіп қалып, астына цементтер пайда болып кеткен. Көрінбей қалған ғой, короче. Одан кейінгі жиналыста біз қоқыс өңдеуге арналған қорапты жасадық. Ол кезде де күшті жиналыс болды, көптеген бізге мәлімет берді. Иә, біз сол қораптың сыртына өз фантазиямызбен, өз ойымызбен суреттер салдық, және соны әдемілеп өз ойымызбен боядық. Және де сол шыққан коробкаларды, бояған коробкаларымызды осы мектептің әр бұрыштарына қоқыс тастауға қойдық. Изначально в проекте были еще рукомойники, но мы, так как тщательно работали вместе с администрацией, они нам предложили сделать это и перенести внутрь школы. И мы тогда уже работали с внутренним контекстом, с внутренней локацией. И там как раз это зона первоклассников, младших классов, и у них такая достаточная разница в росте, поэтому мы предусмотрели такие эргономичные двухуровневые рукомойники. Расставили, они нас очень попросили включить зеркала, вот, поэтому мы эту зону тоже, можно сказать, обновили, сделали более яркой, приятной, и мы даже спрашивали у детей, собирая обратную связь, что они стали гораздо чаще мыть руки, когда появились эти рукомойники, что, мне кажется, тоже классный такой фактор. Балалардың ерекшелігі болды, себебі олар енді дәретхананы ауылдық жерлерде көбінесе енді бір қалыпты дәретханаларды көрді. Қазіргі таңда балалар енді мынандай түрлендіруге, түсті жаңағы суреттер салуға, әлемдегі қиялдағы әлемдегі ойдағыдай суреттерін сару арқылы жаңа заттарды жаңа түрде көріп бастады оқушылар. Енді қызық, балалардың барлығы қызық, себебі ауылдық жерлерде бұндай проектлар совсем аз деп айтсақ та болады. Балалар қызығушылығын білдіріп жатыр, енді өздеріңіз көріп жатырғандай жаңашыл оймен ойлап жатыр ғой енді. Бізге осы жоба ұнады, өзімізді сынап, көрмеген заттарымызды көріп, жасап көрдік. Мысалы біз үйде жасаған кезде бізді ата-аналарымыз немесе құрылысшылар жасайтын еді ғой. Осы жоба біз өзіміз жасап, өзімізді сынап, жасап көрдік. Біздің жоба басталмай тұрып, біз деген төртбұрышты ыдыстарды алып, соның ішіне раствор дайындап, және де әртүрлі сеткалар бар. Соны белгілі бір размермен қайшымен қиып, өлшеп, сосын салып, содан кейін барып цементті, растворды қойып, сосын өз қалаған әшекейлерімізді, өрнектерімізді қойып жасаған болатынбыз. Осы жобаны жасап кезде біздің ойымыз тек өзіміздің мектебімізді жақсартып жатқанымыз, және де сіздердің бізге деген қандай пайда келіп жатқаныңыз болған болады. Ол жер өте әдем болды, эстетичный болды, және ол жер деген балаларға арналған өзі кішкентай несі бар. Кішкентай раковинасы да бар, иә? Кішкентай және үлкені бар. Адамға жағымды, көзге керемет көрінеді екен. Бізге өте қатты ұнады ол. Это просто для них, наверное, что-то другое, немножко новое, под другим ракурсом. Возможно, даже те же вещи, которые они уже знали, но они просто подсвечены чуть по-иному. И они этим же и заинтересовываются. Даже девочки нам часто подходят и говорят, что благодаря этому проекту я больше узнала о вторсырье, о переработанных материалах. Другие девочки подходят и говорят о том, что мы теперь тоже заинтересованы, возможно, будем архитекторами. Нам интересно, как это теперь работает в плане дизайна, как изменилось пространство. То есть, мне кажется, он влияет тем, что мы просто, наверное, все вместе смогли сделать
какое-то для них небольшое такое, возможно, веселье через обучение и просто подать очень, наверное, такие обыденные и важные вещи, но В новом ключе. в новом ключе, да, в новом формате.